Усть-Куломского района. Республика представлена несколькими районами, участники разных возрастных весовых категорий. Значит, сейчас состоится торжественное открытие. Приглашаем всех гостей этнопарка для торжественного открытия начала турнира по комбинациональной борьбе Вермасом Зумы-Дош. Село Помользино, село Объячево, Сыктывдинский район, город Сыктывкар. Даже не работает. А вот так вот, потому что это, блин, другое совсем. Приветствую участников второго открытого республиканского турнира по комбинациональной борьбе Вермасом Зумы-Дош. Значит, как уже было сказано, представлены районы Республики Коми. Это Усть-Куломский район, Сыктывдинский район, Релузия, город Сыктывкар. Значит, сегодня спортсмены этих районов продемонстрируют элементы комбинациональной борьбы. Открыть предоставляется право двум симпатичным, красивым девушкам. Бортнягина Валентина, Кузнецова Мария. Выходим. Поприветствуем участников. Напоминаем правила комбинациональной борьбы. Суть правила. Победить соперника, бросить соперника на спину или же вытолкнуть за границу. Сейчас продемонстрируют элементы борьбы Кузнецова Мария и Бортнягина Валентина. Первую демонстрацию проводит Кузнецова Мария. Ваша твоя задача — побросать. Бросок через плечо, похлопаем. Самолетик. Демонстрацию проводит Бортнягина Валентина. Ох, и работал, но ничего. Еще покажи что-нибудь. Хорошо. Демонстрацию провели Бортнягина Валентина, Кузнецова Мария. Похлопаем. Напоминаю, что по комбинациональной борьбе два тура. Первый тур — это силовое многоборье. Значит, участники поделены на возрастные весовые категории группы. Главный судья на ковре — Глуханич Александр, представляю его. Значит, суть работы его: он вызывает соперников, и они проводят, соответственно, борьбу. Первый тур — младшая возрастная группа, весовая категория 20 до 25 килограмм. Представляем участников. Выходит Волгин Кирилл, Камельчик Дмитрий. Кирилл, так, и третьим у нас... А где Лазунин? А где он? Ложкин Даниил. Где Лазунин? Так, участники одевают... А? Шучалин Павел. Шучалин Павел. Камельчик Дмитрий. Объячево. Шаг вперед, покажись. Волгин Даниил, Сыктывкар. Кирилл. Ложкин Даниил, Объячево. И Шучалин. Шучалин. Имя как? Павел. Шучалин Павел, Объячево. Судья на ковре — Глуханич Александр. Борьба на пальцах. Участники весовой категории до 25 килограмм. Судья на ковре — председатель Федерации комбинациональной борьбы Зумы-Дош Глуханич Александр. Значит, первый элемент силового многоборья — это борьба на пальцах. Надо перетянуть соперника к себе или заставить расцепить палец. Поболеем за участников. Малыши до 25 килограмм. Волгин Кирилл, Сыктывкар, Камельчик Дмитрий, Объячево.
В этой встрече первую победу одержал Волгин Кирилл Сыктывкар. Ложкин Даниил. Шучарин Павел. Победил участник, как зовут? Шучарин Павел. Выходит следующая пара. Победители. Победитель Шучарин встречается с Волгиным Кириллом. Напоминаем, что Волгин Кирилл 2006 года, он младше, но ничем не уступает соперникам, да? Поболеем за соучастников. Победил Шучарин, представитель древнего села Обьячево. И сейчас состоится борьба за 3-4 место. Каменчик Дмитрий, Ложкин Даниил. В этой встрече победил Ложкин Даниил. Объявляем победителей весовой категории. Значит, в этой встрече победу одержал Шучарин Андрей. Шучарин Павел. Село Обьячево. Поприветствуем участника. Он будет награжден ценным призом. Сразу поле. Второй тур. Особенностью второго тура является борьба. Надо вытолкнуть соперника за границы красного квадрата или бросить его на большую часть спины. Приглашается самый сильный спортсмен данной весовой категории, кто себя считает сильным. Сделает пусть шаг вперед, а остальные будут ему бросать вызов. Так, у нас определились два участника. Это Волгин Кирилл. Правильно подсказывают, надо носочки снять, чтобы ноги не скользили. На ковре Ложкин Даниил, Шучалин Андрей, Шучалин Павел и Волгин Кирилл. Запиши. Поздоровались, руки вверх. Бросок. Шучарин Павел одержал победу, бросил соперника, но ничего. Ложкин Даниил. Оба спортсмена из древнего села Обьячево. Напоминаем, надо вытолкнуть соперника. Соперник должен выйти обоими ногами. Победу одержал Ложкин Даниил, он остается. И по правилам второго тура надо одержать, если у вас 4 соперника имеются, 3 победы подряд. Если соперника 2, хотя бы 2 победы подряд. И тот, кто одержит 2 победы подряд, становится победителем второго тура. На ковре Камельчик Дмитрий и Ложкин Даниил. Бросок должен быть на спину, поэтому техническое действие Ложкина Даниила не засчитывается.
Напоминаем, участникам дается 2 минуты, осталось 30 секунд. Если технических действий не будет сделано, будем определять посредством силового многоборья. В этой встрече победу одержал Камельчик Дмитрий. Напоминаю, победу надо доказать, победив один раз, надо еще раз победить соперника. То есть 2 победы подряд только дают право занять 1-е место. То есть это особенность, такого нет ни в другой борьбе. 2 победы подряд на выносливость. Вот в этом особенность комбинациональной борьбы. Давай. На спину. Не заходи, так не можешь. Другое. Выход за ковер. Камельчик Дмитрий одержал 2-ю победу. Если Камельчик Дмитрий одержит еще 1 победу, он становится победителем данной весовой категории возрастной. Да, соперник вытолкнул, одержал 3-ю победу. Значит, в данной весовой категории по 2-му туру победителем объявляется Камельчик Дмитрий. Нужно лечь рядом со спины головами в разные стороны. Они скрещиваются локтями. Значит, и надо перевернуть соперника с помощью ноги. Кто перевернет с помощью ноги, тот является победителем. Это элемент комбинациональной борьбы. Такого вы тоже в других видах единоборств не увидите. Напоминаем, что в данном упражнении главное сцепиться ногами и не разрывать ноги. И если соперники не разрывают, здесь определяется. Вот видим, Маша победила. Похлопаем. Молодец, Маша. На ковре Светов Мария, Сыктывкар, Волгин Даниил, Сыктывкар. Борьба на ногах. Ваша работа! Да, здесь Данил оказался сильнее, он остается. Напоминаем, что надо одержать несколько побед подряд, и здесь 1 победой не ограничивается, поэтому можно распланировать свои силы. В данном туре, в первом туре, в силовом многоборье, значит, в борьбе на ногах победу одержал Волгин Даниил, Сыктывкар. Переходим ко 2-му туру. Борьба. Оштыш, бой медведей. Данил, давай, работай. Да, Данил смог вытолкнуть Булавинцева Ивана, но сейчас выйдет Маша и посмотрим. Может, он не так легко Машу вытолкнет. Вот оно, смотрите, Маша победила. Да, Данил, надо было собраться тебе. Но если все-таки Маша выиграет сейчас и Ваню, то это будет вообще молодец. Молодец, да. По 2-му туру
По силовому многоборью первое место занимает Светус Мария. Похлопали участники. Элементом силового многоборья будет у нас негнущаяся береза, так называемая. Значит, суть упражнения. Спортсмены становятся боком друг к другу, одной рукой накладывают на плечо сопернику руку, и задача сдвинуть соперника с места. Кто сделает шаг, тот проиграет. Вот здесь гибкость немалую роль играет, но и статичность. То есть соперники должны проявить устойчивость. Еще раз напоминаю, кто сделает первый шаг или упадет, тот проиграет. Это суть данного упражнения. Упражнение называется «Негнущаяся береза». Так, напоминаем участникам, что не должны хвататься за волосы, то есть четкая фиксация должна быть. Да, в силовом многоборье победу одержала Вяткина Карина. Ну, переходим ко второму туру. Второй тур, он определяет у нас, кто же сильнее. Задача вытолкнуть соперника или бросить соперника на спину. Настя, соберись. Поработай захватом, над которым работали. Напоминаем, что если соперник получает замечание, 3 замечания, ему засчитывается техническое поражение. За что может получить замечание соперник? За некорректное ведение борьбы, за стягивание в партер. Значит, в данном силовом, во втором туре победу одержала Уляшева Анастасия. Весом, весом. Держи! Настя проиграет. Она нужно было сопой сесть. Счет 3-1. Победу одержала Вяткина Карина. Значит, 3-1. Со счетом 3-1 победила Вяткина Карина. Первый тур, силовое многоборье. Значит, борьба на пальцах. Напоминаем, что помимо этого упражнения существует еще несколько упражнений. Значит, судья по усмотрению может изменить упражнение, определить победителя по нескольким. Так, победу одержал представитель села Обьячева. Так, легли. Ногами держи. А, тут посильнее нога. Борьба на ногах. Ты готов? И он. Игнатов Александр, село Помоздино, одерживает победу. В борьбе на ногах он остается. Левым боком. Левым боком. Левым боком. Сейчас, левым боком взять, Напоминаем, что у нас есть еще перетягивание палки. Также есть у нас борьба на ладошках элементы. Я надеюсь, что мы сегодня еще вам эти элементы продемонстрируем. Так, победу одержал Игнатов Александр, представитель села Помоздино Усть-Коломского района. А? Нету. Вон там лежит какая-то. Кто на него? Кто желает?
Ты уже Значит, просто... борьба на ладошках. Так, мне хочется те, которые вообще не... Борьба на ладошках, следующий элемент можно включить. Значит, элемент борьбы на ладошках заключается в следующем. Соперники становятся друг против друга, упираются ладошками. Задача не сделать шаг. Значит, кто сделает шаг, тот проиграл. Нельзя упасть ни вперед, ни назад. Борьба на ладошках. Заставить соперника сделать шаг или упасть. Убирайтесь. Убирайтесь, да? Что, да? Если вы не знаете, соперника делает шаг. Вперед, назад, в сторону. Ладошки не отрываем. Подняли ладошки. Пальцы не хватает. Пальчики можно вместе. Пальчики. Не сделать шаг, напоминаю. Стоим устойчиво на ногах. Победу одержала Мария. И остаешься. Представитель села Объячево. Так, пальчики. Правую бок поставь. Напрягись, Маша, напрягись. Давай. Победу одержала Мария. Так, если она одержит несколько побед подряд, она станет чемпионом. Ребята, вам, наверное, должно быть обидно. Левым боком. Борьба на ногах. Готовы? Давай. Победу одержала Кузнецова Мария. По первому туру она выходит на ковер и говорит, что она сильная, и ей бросают вызов. Она должна одержать несколько побед подряд. Поболеем за Марию. 3 победы подряд одержать должна. Или же другие участники должны одержать 3 победы подряд. Сможет ли она справиться с этим? Посмотрите, как она красиво выдохнула. Первая победа есть. Кто еще желает? Там будет Напоминаем участникам, значит, подтягивание пальцев можно получить замечание. И если 3 будут таких замечания, то соперника дисквалифицируют. Победа будет присуждена другому. Мария держит 2-ю победу. И кто же выйдет, бросит ей вызов? Напоминаем по правилам, значит, если выход одной ногой осуществлен, значит, это не считается поражением, надо выйти 2 ногами, или же, если вы падаете на 5-ю точку, то за ковром, тогда это считается проигрышем. То есть ноги остались на ковре, но 5-я точка за границей пара. У спортсмена должно быть особое ощущение ковра, то есть нельзя сделать лишний шаг, который может оказаться проигрышным. Победу одержал Сердитов Валентин. Значит, Марии не удалось 3 победы одержать подряд, поэтому соревнования продолжаются. Еще раз напоминаю, выносливость, 3 победы подряд, критерий победителя. Критерий для победителя. Тот, кто может занять
первое место. Мария устала? Да, Валентин, вперед. Сердитов Валентин одерживает вторую победу. Но сейчас и Валентину бросает вызов девушка. Валентина. Интересная встреча будет. Она думает, что Валентин 3 схватки, 2 отборолся, устал и думает, что все-таки справится с ним. Посмотрим. Валя, давай! Наверное, проиграл. Как кошка. Че проиграл ты? А ты чего проиграл? Это кто идет? А? Футболка. Валя. У тебя футболка вся порвана. Делай так. Да, смотри, правую руку. Замечание чек получает Валентина. Пальцы-то маленькие. Напоминаем, что Сердитову Валентину надо одержать еще одну победу, и тогда он станет победителем, но пока это не дается ему легко. Пошел, выталкивай, пошел. Вот здесь как раз и проявляется элемент характера комбинациональной борьбы. Второе замечание получает Валентина. В данной весовой категории возрастной первое место занимает Сердитов Валентин. Еще один круг. Так как участников очень много, определяется второй финалист. Напоминаем, что второму финалисту надо одержать 3 победы подряд. И после этого состоится встреча между финалистами. Растворов Павел, Сердитов Валентин.
по комбинациональной борьбе по второму туру. Заявила всей девушкам. Значит, представляем участников. Улешова Анастасия, село Помозино, на шаг вперед. Игнатов Сергей, село Помозино. Цветус Егор, город Сыктывкар. Так, Тимофей, Егоров Тимофей, Матвей, село Помозино. И Сергеевский Андрей, город Сыктывкар. Значит, ну, подсказка небольшая участникам. Желательно на татами выйти босиком, потому что татами скользит, или же быть в самбовках. Первый тур – силовое многоборье. Несколько упражнений по выбору судьи. Значит, определяем победителей по силовому многоборью. Давай, Сергей. Дай Ну, в данном лучше случае, значит, особенность работы для перетягивания все-таки должна быть палка. У кого палка останется в руках, тот и победитель. Но здесь мы, ввиду отсутствия палки, значит, переходим к другому упражнению. Борьба на ладошках. Не сделать шаг. Первый сделал шаг. Наша задача толкать ладошку, не крутить ладошку. Победу одержал Игнатов Сергей, село Помозино. Значит, он одержал 2 победы, да, подряд, или одну? Значит, если он сейчас две... Одну. Одну. Значит, ему надо одержать 2 победы подряд, чтобы быть первым в силовом многоборье. С пальцами какой руки? Потерял всю надежду. Кто еще желает? Игнатов Сергей одерживает 2-ю подряд победу. Ну что ж, у него есть шанс, но соперник при этом очень сильный. Готовы? Победу одержал Сергеевский Андрей. Борьба на пальцах. Определяется победитель. Победил Сергеевский Андрей. По силовому многоборью. Давай, давай, Егор, молодец. Стоп. Чисто. Тыш! Егора, давай работай. Спартак. Стоп. Чисто. Да, красивый зацеп сделал Сергеевский Андрей и положил соперника на лопатки. Он одержал 1-ю победу. И он бросает вызов. Начало Анастасия. Настя, работай, работай. Ноги, Настя, ноги. За ноги бери. Выталкивай его. Выталкивай его, выталкивай. Выталкивай его. Настя, что ты ждешь? Вот, вот. Победила Анастасия. Молодец. Давай, давай, давай.
Замечание получает спортсмен, представитель села Помодина. Напоминаем, что бросок должен быть на спину, на большую часть спины, поэтому бросок не засчитан. Напоминаем, время схватки дается 2 минуты. Если соперники не определяются, определяем с помощью силового многоборья. Да, Игнатов Сергей одержал победу. Молодцы! Сегодня у вас был праздник и генеральная репетиция перед 27 сентября. Всех вас и ваших родителей 27 сентября, в день столетия Зосима Васильевича Панева, приглашаем на турнир. Участников с завершением турнира второго комбинационального турнира по борьбе фермерцев «Зумы-Дож». Значит, сейчас состоится награждение победителей. За первое место награждается Кузнецова Мария. Поздравляем! 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 За первое место награждается Сердитов Валентин. 3-4. Молодец! Жучанин Павел, первое место. 3-4. Поздравляем! Так, а вы тоже не ели, да? Или ели? Не ели? Амельчик Дмитрий, первое место. 3-4. Поздравляем! Молодцы! За первое место награждаем Волгина Даниила. Три, 4. Поздравляем! Поздравляем! Молодец! 4. Поздравляем! Поздравляем! Здра! Молодец, Мария! Карина! 3, 4. Поздравляем! 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 Самый юный участник. 3, 4. Поздравляем! 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 Участникам турнира по национальной борьбе Зумы-Дож, посвященному Дню Республики Физкульт, ура! 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 Молодцы! Такого нет, своя национальная специфика.
А вот подробнее о ваших сегодняшних победах, кто что сегодня выиграл? Сын у меня 25 килограммов, среди 4 человек он стал первым. Потом среди 60 килограммов было 8 человек, мой воспитанник стал тоже первым. И девочки боролись, тоже было первое. Спасибо, спасибо.